классах новые доски, демонстрационные столы, стулья, окна, жалюзи и не только. Все это создает атмосферу современного и уютного учебного пространства. Лицей принимает детей с 2012 года, и за все это время здесь проводили только косметический ремонт. После капитального лицей преобразился полностью. Изменениями очень доволен преподавательский состав. Лида Сокалова работает здесь с самого основания. Капремонта, как и ее коллеги, ждала давно. И учителя часто очень сами где-то что-то ремонтировали. Поэтому у нас произвели капитальный ремонт, и, конечно, намного стало учиться комфортнее. И для нас, учителей, и для детей. Вот в кабинетах у нас тоже укомплектовали кабинет. Условия действительно созданы самые лучшие и современные. В просторном трехэтажном здании школы предусмотрены учебные и служебные аудитории. Отремонтировали правое крыло цокольного этажа. За счет этого появилось 4 дополнительных кабинета. Стало и больше пространства, где ребята могут проводить свободное от уроков время. Третьеклассник Магомед Вышегуров от таких изменений в настоящем восторге. Мне нравятся больше всего коридоры. Они все белые, красивые. Масштабные преобразования в столичном лицее начались этой весной и закончили же в августе. Изменения видны и в актовом зале. Стало больше посадочных мест. Если раньше зал был рассчитан на 180 человек, то теперь он вмещает в себя 250. Новшеством рада и Имана Буражева. Сейчас она в 7 классе. Учится в этой школе с 1-го. Все выглядит очень красиво, и здесь стало даже намного комфортнее, чем было. Больше всего мне понравилось, как устроили наши кабинеты, покрасили стены, изменили наши парты, некоторые поменяли. Кабинеты информатики тоже, много новых компьютеров. Сделали так, что все было бы намного удобнее и комфортнее. Только стены школьных коридоров полностью белые, но это ненадолго, отмечает директор Ада Газдиева. Над дизайном уже работают художники совместно с администрацией образовательного учреждения и родительским комитетом. Директор с гордостью рассказывает о новой странице в истории родного лицея. От старой школы остались только стены и фундамент. До капремонта здесь выявили много проблем. В здании стояла сырость, протекала крыша. Каждый дождь для нас это была катастрофа на самом деле. И также система водоотведения, она была не состоявшаяся. Одним словом, вся вода с улицы, она затекала в подвал каким-то обратным током воды. Также у нас была в нерабочем состоянии антитеррористическая защищенность, в нерабочем состоянии была противопожарная система безопасности. И вот сейчас в рамках капитального ремонта все эти проблемы нам устранили. Капитальный ремонт провели в рамках программы модернизации школьных систем образования. Теперь детям остается только учиться, а педагогам давать качественные знания. С такой школой иное непозволительно. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Молодгири Ахильгов, Магаз 24.